Это актуальное интервью в студии. Петр Васильев. Здравствуйте. Май в нашей республике традиционно начинается с чествования тех, кто своим трудом создает будущее, и продолжается подготовка к священному празднику Дню Великой Победы. В Якутске завершились торжественные мероприятия, приуроченные к 1 мая, где объявили имена новых лауреатов премии главы Якутии «Человек труда». Ну а сегодня все внимание направлено на заботу о наших ветеранах в канун 81-й годовщины Победы. Как республика поддерживает людей труда, какие меры социальной защиты предусмотрены для ветеранов в этом году, мы поговорим сегодня с нашей гостьей Еленой Волковой, министром труда и социального развития республики. Елена Александровна, добрый день. Добрый день. Давайте немножко вернемся к началу нашего мая, к 1 мая. Накануне этого праздника подписали трехстороннее соглашение республиканское между правительством республики, работодателями и Федерацией профсоюзов. На ближайшие 3 года о чем это соглашение, на что направлен документ, как будет работать? Да, действительно, это так. У нас завершилось соглашение с работодателями и профсоюзами 3 года. У нас действовало это соглашение, и 28 апреля мы подписали новое соглашение между правительством республики, Федерацией профсоюзов и Союзом товаропроизводителей республики Саха-Якутия. Это наши работодатели. Еще на предстоящий 3-летний период. И, конечно же, это важнейший документ в системе, так скажем, мер, направленных, в принципе, на постоянное совершенствование, в данном случае социально-трудовых отношений, именно в целях поддержки работников, предприятий и организаций с точки зрения их социальной защищенности, с точки зрения их прав и гарантий. И здесь нужно сказать, что мы полагаем, что предстоящий 3-летний период — это будет, так скажем, новый этап в развитии социального партнерства в республике в целом, поскольку достаточно нововведений имеет место быть. И особенно, остановлюсь на этом, мы договорились с коллегами, и у нас в соглашении целый отдельный раздел, посвященный поддержке работников семейными обязанностями. Попросту говоря, это поддержка мам и пап, которые сегодня должны совмещать и свои трудовые обязанности, и, конечно же, наверное, главную задачу для каждого из нас — это материнство, отцовство. И нужно отметить, что это направление, поддержка демографического развития через поддержку семьи и детства, сегодня это в целом задача как государства, так и работодатели сегодня активно подключаются к этому вопросу. У нас есть очень хорошие примеры. Мы с вами в этой студии тоже говорили о них. Я помню об этом. Да, мы говорили о том, что у нас достаточно хороший опыт у наших предприятий, организаций республики по развитию корпоративных программ, как сейчас это говорят, программы корпоративного благополучия. Они направлены и на поддержку здоровья, и на поддержку нашего старшего поколения, поддержку ветеранов, и на поддержку молодых специалистов, и много разных направлений, но акцент в ближайшее время мы будем делать все-таки на поддержке семьи и детства. Премия «Человек труда». В республике она у нас не 1-й год вручается. Кто герои этого года, кто главные люди труда республики 2026? Вы знаете, я хотела бы сказать, что премия уже 4-й год у нас в этом году состоялась. Вы помните, главой республики она была учреждена в 23-м году, это в год труда. И сегодня мы уже имеем 200 человек, лауреатов премии «Человек труда». В этом году вновь 50 человек были признаны лучшими тружениками. И здесь, что очень важно, трудовые коллективы сами вносят своих представителей в отраслевые ведомства, министерства, где проходит комиссия на 1-м этапе, и уже после определенного этапа отбора также номинантов рассматривает уже непосредственно республиканская комиссия. И, конечно же, это люди абсолютно разных профессий, разных возрастов, но самое главное, что это все люди, которые непосредственно своим личным трудом внесли большой вклад в развитие своего дела, своего предприятия, своей отрасли. И
на сегодня существует общественное именно признание, когда свои коллеги, трудовой коллектив тебя вносят на данную премию. Это, конечно, очень здорово. В этом году к нам расширяется география, присоединились Булунский район, Жиганский район, Арктика. У нас абсолютно разные отрасли, начиная это строители, это промышленность, жилищно-коммунальное хозяйство, энергетика, конечно же, социальная сфера, образование, очень много медиков. И что является изюминкой, наверное, этого года, среди лауреатов 3 человека в этом году достигли или достигнут 90-летнего возраста. Ничего себе. И эти люди работают. До сих пор? До сих пор работают. И они являются, конечно же, наставниками. Они передают свой профессиональный опыт, свои знания, умения молодым специалистам. И это очень ценно, конечно, Это для же нас. просто уникальные кадры. Абсолютно уникальные К моменты. слову, еще про уникальность нашего региона в этом плане хочу поговорить. У нас же есть такая тенденция, что в самых разных сферах у нас есть большое количество трудовых семейных династий. Это и оленеводы, и врачи, и учителя, и энергетики. Вот как считаете, с чем такая тенденция связана? Здесь я хотела бы сказать, что в республике действительно очень много трудовых династий, а в книгу почета лучших трудовых династий уже включено на сегодня 95 таких семей. Да? И здесь нужно сказать, что такая вот добрая традиция, она была инициирована Федерацией профсоюзов республики, поддержана правительством республики еще в 2011 году. И вот мы ежегодно, также работает республиканская комиссия. Ну, во-первых, идут работы по тому, чтобы найти эти семьи и, конечно же, рассмотреть, включить в книгу почетных лучших трудовых династий и, конечно, о них рассказывать. И здесь эта традиция, конечно, очень правильная, мы будем ее продолжать, поскольку трудовые династии — это в первую очередь уважение к определенной профессии, Да. Когда старшее поколение передает свои знания младшим поколениям, когда передается любовь и какие-то профессиональные и навыки, и секреты профессионального мастерства. И здесь, конечно же, растет в целом профессиональный уровень, и благодаря такой приверженности профессии развивается сама отрасль, я полагаю. Это как одно из важных таких звеньев. Драйверов. Да, развития. Самая, так скажем, семья с наибольшим трудовым стажем на сегодня — это семья Шишигиных из Мегино-Кангаласского района. Педагогическая семья, трудовой стаж которой, это суммарный стаж членов семьи, 511 лет. Ничего себе. Вот. И все эти 511 лет все работают педагогами? Да. Условно от прадедов там, и прабабушек до вот Абсолютно верно. Нынешних представителей профессий. Елена Александровна, мы с вами приближаемся и встречаемся в преддверии важного и, пожалуй, наверное, главного праздника нашей страны, Дня Великой Победы, 81-летняя годовщина. Социальная защита ветеранов, я понимаю, что, конечно, это круглогодичная работа, и она не исчисляется только праздничными днями, какими-то акциями. В мае она, тем не менее, приобретает свой особый смысл, особое, наверное, направление. Какая работа проведена в преддверии Дня Победы именно вот с ветеранами? Безусловно, вы абсолютно правы. Для нас, как для социальной защиты, направление поддержки наших ветеранов, конечно же, всегда являлось и будет приоритетным направлением. И это ведь не только финансовая помощь, это забота, это внимание к различным нуждам, да, вот буквально там в каком-то бытовом плане и так далее. Конечно, помогают очень многие, и шефы есть, это и предприятия наши. И здесь я бы хотела сказать, что, конечно, в республике уделяется очень большое внимание нашим ветеранам.
В преддверии 9 мая, конечно же, особый смысл, особое внимание. Вот буквально сегодня вот мы только что вернулись с прекрасного мероприятия. Мы чествовали и поздравляли, и благодарили нашего глубоко уважаемого участника Великой Отечественной войны Наума Трифоновича Слепцова. Только что прошла вот эта акция очень добрая «Поем двором», когда наши и школьники, и молодежь, и наши представители творческих коллективов с большим таким уважением во дворах каждого нашего ветерана, где они проживают, проводится такой вот концерт. Вот. И много других акций, которые направлены именно на сохранение исторической памяти, на передачу исторической правды нашему молодому поколению, на чествование уважаемых ветеранов. И конечно же, такими центральными акциями являются акция «Георгиевская ленточка». Ведь Георгиевская ленточка полностью нас всех вместе объединяет и позволяет не забывать и историю нашу, и такие акции, как «Окна Победы». Замечательное мероприятие, которое доступно каждому из нас. Со своими детьми вечером украсить окна своего дома. И дети очень, на самом-то деле, охотно отзываются на вот эти мероприятия. И, конечно же, «Бессмертный полк». 9 мая в этом году пройдет уже всенародно любимая акция «Бессмертный полк» у нас в столице, в городе Якутске. Елена Александровна, предлагаю в заключении, в завершении нашего разговора пожелать, поздравить наших ветеранов с наступающим праздником 9 мая. Конечно же, в первую очередь мы хотим выразить слова благодарности нашим глубоко уважаемым ветеранам, участникам Великой Отечественной войны. У нас в республике их проживает 7 человек. Нашим ветеранам тыла, детям войны, всем тем, кто ковал победу на полях сражений, всем тем, кто ковал победу в тылу и поднимал республику и страну уже в послевоенные годы. Конечно же, благодаря подвигу наших дедов, прадедов, сегодня мы имеем возможность жить, создавать семьи. И сегодня, конечно, мы говорим слова благодарности. Мы хотим, конечно, видеть наших ветеранов в здравии, бодрости духа, пожелать здоровья на многие годы, конечно же, активного долголетия. И чтобы каждого нашего ветерана окружали семьи, забота, любовь, внимание, общество. Вот с такими словами хотелось бы, чтобы наши дорогие ветераны встретили 9 мая, великий праздник, и в последующие годы были, конечно же, как можно дольше вместе с нами. Ну а мы, в свою очередь, памяти об их подвиге пронесем еще долгие и долгие годы. Елена Александровна, я благодарю вас за интересную беседу и вас поздравляю, в том числе с наступающим праздником. Спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Спасибо. Это было актуальное интервью. До встречи.